Вот камера же, да? Так, время уже 16:00, да? Уже можно начинать? Идет, да? Угу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня вебинар «Отношение социума к приемным семьям. Что происходит? Как поддержать приемные семьи?» Буду вести я, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий Лужикова Ирина Васильевна. С развитием различных моделей замещающих семей, а это возмездная опека, безвозмездная опека, попечительство, усыновление, приемная семья, начало формироваться общественное мнение. Отношение социума к таким семьям. Взяв приемного ребенка, семья, естественно, оказывается в центре пристального внимания окружающих, которые в своем отношении руководствуются с теми репортажами, которые слышат из средств массовой информации, сложившимися мифами о детях-сиротах, ну и той, наверное, советской истории сиротства, которая есть. Окружающие люди не всегда понимают, зачем семье, к примеру, столько детей, да, приемной семье, зачем ввязываться в эти трудности, зачем брать на себя проблемы, заботы. Считают, что, наверное, легче просто сходить в детский дом, помочь сироте, навестить, или стать наставником. Другие, наоборот, поощряют приемных родителей за их поступок, но примерить на себя роль того же приемного родителя не могут. И в недоумении иные просто осуждают. И сегодня на вебинаре мы с вами поговорим о том, чего могут ожидать кандидаты в приемные родители, да, с одной стороны, с другой уже с чем столкнулись приемные родители. Рассмотрим причины данного отношения, естественно, что с этим делать. А также для специалистов раскроем такие моменты, например, как при проведении школы приемных родителей, при консультировании тех же кандидатов в приемные родители или же приемных семей, какими руководствоваться, например, такими приемами, да, которые вот сейчас на презентации на сегодняшней я вам буду предлагать. Итак, что же влияет на отношение к приемным семьям? Давайте начнем. Очевидно, да, то есть что одним из важных источников является средства массовой информации. А это интернет, это телевидение, это печатные издания. Но в данном случае, если рассматривать средства массовой информации, то, естественно, их можно разделить на профессиональные и непрофессиональные. Аудитория профессиональных источников информации, естественно, она очень узкая. Это специалисты, которые как раз-таки работают с детьми-сиротами. Это, возможно, те же самые приемные семьи смотрят, кандидаты в приемные родители, которые задумались о родительстве, волонтеры, возможно. И каналы трансляции, конечно, распространения, они очень узкие. Массовая же аудитория свое мнение строит на каких-то рейтинговых передачах, на шумных передачах, которые чаще всего, к нашему, наверное, не очень такому хорошему опыту, естественно, какие-то трагичные случаи о детях-сиротах, о приемных семьях. И, естественно, окружающие люди, слыша это, видя это, формируют мнение, во-первых, отрывочное это мнение. Во-вторых, та информация, она по сути очень мала, она однобокая, да, то есть она не глубокая. То, с чем ребенок приходит в детский дом, да, с какой травмой он приходит в детский дом, что он проживает в этом детском доме, то есть какой у него складывается опыт, с чем он выходит в приемную семью, с какими трудностями сталкиваются приемные родители. А если ребенок ни в одной приемной семье уже воспитывался, то здесь, соответственно, идет еще больше трудностей, да, и опыт тем самым еще менее становится, так сказать, со знаком плюс, да. То есть здесь много таких подводных камней, которые, к сожалению, общество, то есть не рассматривает их. И поэтому и вот такие отрывочные мнения, можно сказать.
и, естественно, также накладывает модель и отпечаток той советской эпохи, когда все считали, что да, коллективное воспитание – это здорово, что лучше всего ребенок воспитывается именно, да, в коллективе, и менее это воспитание семейное, да, то есть в семье. Сейчас уже, естественно, эти позиции пересматриваются. Что же еще формирует искаженное такое же представление, что, да, в чем является причина? Это материальное вознаграждение приемных семей, корысть или необходимость. Безусловно, на отношение к приемным семьям влияет материальное вознаграждение, которое они получают. Да, и иногда это даже бывает основным поводом для осуждения. Часто критикуют многодетные семьи, приемные, которые, вот, есть такой слух, миф, да, или как это называется, детей набрали ради денег. Детей набрали, чтобы они работали на огороде. Ну, и что на детях зарабатывают и так далее. Ну, если уж говорить о том, что на детях зарабатывают, здесь, конечно, стоит над этим задуматься. Во-первых, денег не заработаешь. Ребенок приходит в семью, чаще всего у ребенка сразу вылезает множество таких точек, где нужно приложить именно не только родительские какие-то усилия с точки зрения психологических, но и множество материальных. Это и какие-то болезни ребенка, это необходимость в дополнительных развивающих занятиях, дополнительность в репетиторах, какие-то дорогие медикаменты необходимо покупать. Да и просто одевать и обувать ребенка, это стоит достаточно огромных денег, ну, немалых средств. Также необходимо осознавать, что материальное вознаграждение, которое подразумевает под собой то, что приемная семья берет свою семью ребенка на профессиональной основе. То есть органы опеки и попечительства, они, ну, когда семья приемная является профессиональной, значит, что же принимают здесь, когда дают семье такой статус? То есть органы опеки и попечительства принимают во внимание, во-первых, их личные качества, это раз, да, состояние здоровья родителей, это способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, то есть и здесь обязательно должен быть положительный опыт, естественно, быть воспитательный. Также положительные взаимоотношения внутри семьи, то есть умение качественно и эффективно разрешать конфликты. То есть, ну, естественно, здесь очень много накладывается именно на самого приемного родителя. И, естественно, если мы будем рассматривать, например, другую сторону, например, те же воспитатели в детском саду, это же тоже профессиональные, да, считается. То есть они за то, что применяют те или иные навыки, умения, да, которые получили в образовательном учреждении, они здесь же их и на этом, как говорится, зарабатывают себе на хлеб. И здесь приемные родители тоже подчас, значит, имея возможность за спиной уже какие-то и курсы, и имеют, как говорится, заработок. То есть профессиональные родители, профессиональная семья. Школа – одна из причин также, которая влияет на отношение к приемным семьям. Школьные трудности ребенка, которые обусловлены чаще всего даже именно не интеллектуальными проблемами, а психологическими, влекут за собой специфическое отношение к ребенку, да, восприятие его как неудобного, отстающего, ну и, так сказать, да, в кавычках, детдомовского. Приемный родитель оказывается в зоне непонимания, социального неодобрения. Он должен быть готов выслушивать множество обидных, несправедливых обвинений в адрес ребенка. Да? Научиться ему нужно как-то и держаться самому. И поэтому, естественно, в отношении со школой здесь необходимо запастись терпением. То есть, соответственно, не конфликтовать с педагогами, не вставлять палки в колеса, не дай бог, не выставлять ребенка, да, то есть вот вы ради ребенка обязаны и так далее, то есть, а работать единой командой. То есть, и, естественно, все трудности вхождения ребенка в новый класс, в новую образовательную среду
плюс адаптация в семье, плюс адаптация в этом же образовательном учреждении, плюс тот травматический опыт, который имеет ребенок, плюс те личностные особенности самого приемного родителя, ребенка, сложившиеся устои в семье, традиции. Все это отнимает огромное количество душевных сил и ресурсов, как у приемного родителя, так, естественно, ну и у ребенка, чтобы, как говорится, немножко в семье все устоялось и более-менее уже начались эффективные взаимоотношения. И в школе педагоги, социальные работники, естественно, должны всегда идти навстречу, да, к родителю, то есть работать командой. То есть не специалист, родитель, там, например, учитель, барьер стоит и ребенок, а специалист, учитель, родитель, ребенок, и они работают над вот тем трудным поведением. То есть ребенок должен всегда быть вместе, рядом. Мы работаем не с ребенком и его трудностями, а с ребенком и против тех трудностей, которые вот сейчас, здесь и сейчас они имеются. Да. И, естественно, необходимо здесь понимать, что ребенку нужно изначально совладать со своими какими-то эмоциональными проблемами, да, то есть изначально удовлетворить свои, как говорится, естественно, эти базовые потребности. И когда это вот как по Маслоу, да, то есть изначально еда, тепло, кров, затем понимание, любовь, безопасность, и только потом уже идет учеба, развитие, да, саморазвитие. То есть пока вот эти все низшие базовые затем потребности не удовлетворены, ребенок не будет и учиться, и, как говорится, и что-то хотеть, вникать во что-то, развиваться и так далее. Следующая причина – это мифы о приемных семьях. Ну, естественно, таких мифов очень много, да, что ребенка берут только те, такой уже сложившийся миф, да, в социуме, что только ребенка берут из-за денег, что все детки, которые находятся в детских домах, это все больные, что они все с проблемами, что во всем виноваты гены, и поэтому ничего хорошего из них не вырастет, что ребенок, он не должен знать, придя в семью, что он приемный, да, тоже один из таких мифов. Ну и, естественно, то есть множество, может быть, еще и каких-то других. Разрушить эти конструкты довольно сложно, да, то есть они уже вот глубоко сидят, и единственное, что сюда же можно еще отнести вот установку, которая укоренилась уже в нашей культуре, что ребенок, придя в семью, в приемную семью, стереотипно иногда воспринимается как человек чужой, да, то есть, ну он же вам не родной, но он же чужой, он же вам, ну как, он же вам не кровный, и поэтому здесь тоже следует задаться вопросом, что иногда, что родными люди иногда становятся даже не по крови, а по душе. То есть порой даже близкие родственники могут вообще быть чужими, а посторонний человек, то есть быть, ну, так сказать, роднее родных. И опять-таки, если мы каждый раз будем ребенку и слышать это, и ребенку, возможно, транслировать, что ну, гены же, это же все гены, да, ну куда мы денемся, это гены дают о себе знать, это плохое поведение вот такое. Естественно, когда вот есть такая программа ожидания, ну и, естественно, ожидания от ребенка каких-то ненормальных, да, не знаю, способов поведения, и, естественно, ребенку приходится с этим справляться как-то самому, как раз ему уже такое сверху предлагают, то чаще всего он, попадая вот уже под эти ожидания, проявляет уже свое, начинает проявлять нехорошее поведение. Чего ждут, чего ожидают, то и я, как говорится, вот вам предлагаю. И поэтому следует здесь, конечно, немножко относиться к мифам, так сказать, ну так скептически. Что любой миф, это все-таки его нужно развенчивать, да, как говорится. Возврат детей. Еще одна из причин, тоже, которая красной нитью проходит через тему, всю тему детей-сирот, и которая также активно и обсуждается и в средствах массовой информации. Однако, если задуматься над этой темой, то все-таки, наверное, возврат детей
имеется в виду из приемной семьи в детский дом, да, возвраты, это следствие. И это следствие того, что, скорее всего, система семейного устройства в целом, ну, не сработала как единая команда так, как следовало бы быть. И чаще всего это происходит, если уже вот так проследить из опыта работы с приемными семьями, происходит чаще всего, когда семейные кризисы в семьях, когда у детей переходный возраст, когда семья, да, переходный возраст у ребенка начинается, или семья понимает, что она не в силах справляться. И, естественно, когда человек не справляется, он кричит о помощи, а может и не кричит о помощи, может быть, до конца, до победного ждет, что вдруг произойдет чудо и ребенок изменится, но этого не происходит. И, к сожалению, да, уже до крайности это все доводят. И может из-за боязни, может из-за какой-то неслаженности с специалистами, с теми, которые сопровождают, с специалистами органов опеки, происходят вот такие события. В данной системе, естественно, это следствие, да, я уже как проговорила, всей системы семейного устройства. И сюда же можно ведь даже и отнести еще и, если мы заглянем на самое начало, это и работа с кандидатами, да, когда только-только проводится школа приемных родителей, когда идет подбор семьи для ребенка с учетом его потребностей, да, с учетом самих особенностей самих родителей, да, и, соответственно, смотря, если исходя из этого смотреть, из возраста родителей, из их опыта воспитания детей, из профессионализма самих специалистов, которые эту школу дают. То есть вот когда вот эта вся система работает слаженно, да, когда это все учтено, то, соответственно, и возвратов намного меньше. Часто семья не знает, к кому обратиться, да, и плюс не всегда есть позитивный контакт с органами опеки, ну вот это уже говорила. Сопровождение приемных семей иногда воспринимается ими как навязывание, как контролирующая инстанция, да, а не как помогательная, да, так я уже, такими уже словами своими, чтобы обратиться за помощью. Члены приемной семьи, во-первых, должны чувствовать, что это для их же безопасности, для их же помощи, а не только для того, чтобы, да, контролировать и говорить, что вот здесь вы не справились, здесь тоже все плохо и так далее. Школа приемных родителей, она ведется уже с 2012 года, и она является обязательным для кандидатов в приемные родители. Но иногда этот важный этап носит формальный характер, да? Многие его для галочки, так сказать, проходят. И тренеры иногда, так сказать, может быть, ведущие школы не всегда имеют нужную подготовку, и поэтому как результат хромает. Результат, то есть осознанное, взвешенное принятие решения о приеме ребенка в семью, подбор семьи, ну и, соответственно, да, подбор семьи с учетом потребностей ребенка. Иногда бывает, что не хватает специалистов на местах, которые, да, будут вести вот данную школу. Нет методик, нет грамотного подбора, да, тех или иных и методик, и когда мы строим сопровождение, да, во взаимодействии с семьей, когда возникают кризисы, как построить вот ту или иную работу с семьей. Когда не учитывают особенности ребенка и помещают, к примеру, ребенка подросткового возраста, уже людям преклонного возраста, да, предлагают где-то лет 60 и так далее. Когда у тех же приемных родителей, ну это когда родственная опека, к примеру, бабушкам, дедушкам, имеющим опыт отрицательный, собственный, да, когда у их же детей забирают детей и затем бабушкам, дедушкам предлагают оформить опеку, когда у них у самих опыт, да, ну, то есть в данном случае получается неэффективный, и тогда что же ожидать в итоге? То есть на это также следует обращать внимание, когда мы, ну, как говорится, формируем приемную семью, когда мы предлагаем взять ребенка в семью. Система семейного устройства, естественно, должна представлять модель сопровождения семьи с моментами ее
от подготовки, да, и так дальше. И от подготовки до сопровождения, как говорится, от А до Я. Она должна, семья в идеале, да, так сказать, она должна иметь доступ к профессиональным службам на местном уровне. Работа, естественно, в ситуации доверия и безопасности. Это я еще раз, да, повторяюсь. То есть родители смогут только тогда откликаться на помощь, да, и просить эту помощь у специалистов, когда они будут чувствовать, что их границы не нарушают, когда они сами будут ощущать эту безопасность, которая исходит, да, от специалистов, от тех помогающих, может, каких-то служб, даже от тех же учителей, от воспитателей, которые здесь же с ними рядом, вот, с которыми они взаимодействуют. Вопросы о... Да, здесь немножко вот съехала, смотрю. Вопросы окружающих о новом члене семьи. То есть как на них реагировать. Ну, сейчас немножко уже вот так, так сказать, да, поуже немножко рассмотрим. Итак, подготовка не только родителей, но и ближайшего окружения родителей обеспечивает максимальную готовность к появлению ребенка, приемного ребенка в семью, и также способствует более легкой адаптации. Что здесь имеется в виду? Ближайшее окружение – это, ну вот мы иногда говорим, что да, социум, отношения социума, а социум – это ведь и ближайшее окружение, то есть это начиная от родителей, супругов, да, которые желают взять в семью ребенка, его друзей затем, да, бабушек, дедушек и так далее. И очень важно на этапе принятия именно ребенка в семью, когда родители еще размышляют о том, что у них появится в семье приемный ребенок, подумать, а как же отнесется расширенная семья к этому, да, ну то есть это и бабушки, и дедушки, потому что реакции бывают иногда очень разные. И когда родители вроде бы, да, они уже согласны принять в семью ребенка, но бабушки, дедушки говорят, зачем вам это нужно? Ну вот что они внесут в вашу семью? Только добавится проблем, только будет еще больше трудностей и так далее. Очень важно об этом, конечно, задуматься об этом. И это я к чему? Специалисты, когда работают на школе приемных родителей, именно в тренинговой форме, чтобы вот это обсуждение, какие-то в форме каких-то ролевых игр, вот это все проработать, отработать, чтобы в дальнейшем было уже и меньше страха, и меньше тревог в отношении вот тех или иных высказываний даже самых близких родственников. Когда в той же самой ролевой игре сначала родители, кандидаты в приемные родители это проигрывают, затем, да, эти роли принимают на себя и уже сами как бы они, как их родители в этом случае бы реагировали, естественно, это представить невозможно, но именно в игре это можно отыграть. И тогда уровень тревоги уже снижается, и восприятие именно даже тех негативных каких-то слов, оно намного меньше становится. То есть это работает, это эффективно. Очень часто приемные родители, когда берут ребенка, говорят, что начинаются изменения в социальной среде, что друзья куда-то деваются, родственники вроде бы не так часто начинают навещать их и так далее. И здесь важно отмечать, что за поддержкой нужно обращаться. Нужно в любом случае обращаться к специалистам, в органы опеки, потому что поддержка, она всегда нужна. Особенно она нужна в период адаптации ребенка, когда ребенок только-только вот пришел в семью. Да, с одной стороны, родители должны все время что-то отдавать ребенку, делиться с ними, да, разговаривать, к чему-то приучать, с кем-то договариваться и так далее. А когда сами родители находятся, как говорится, на истощении этих сил, именно в период адаптации, и именно тогда и происходят срывы, происходят какие-то негативные моменты в отношении и детей, и вообще всего устоя, да, семейного, здесь же начинают какие-то неконструкты идти. И поэтому умение просить помощь, просить поддержку, это уже вот должно быть, ну, наверное, с момента уже, как говорится, в голове держать, с момента уже принятия даже решения. Потому что она будет нужна.
как ребенку, так и родителю нужны силы, нужно много энергии, жизненной именно энергии, которую вот, нужно откуда-то брать, откуда-то черпать, да, где-то уметь расслабляться. Кто-то должен эту помощь предлагать, и эту помощь нужно уметь еще и принимать. У приемной семьи на самом деле прав достаточно много. И где-то, наверное, нужно научиться именно осознавать себя, что да, мы приемная семья. И нам необходимо взаимодействовать и с медицинскими учреждениями, и с социальными учреждениями, и с образовательными учреждениями, что мы имеем это право и не бояться идти, да, то есть где-то можно даже идти напрямик, как говорится, зная свои права и понимая, что вы делаете. Второй момент – это когда ожидание перемен в семье, родители забывают о людях, которые на улице. Да? То окружение, которое молниеносно реагирует, да, встречая, например, тех же соседей, те же люди, живущие, да, в доме напротив. И поэтому очень часто бывает, что неожиданные вопросы, неожиданные какие-то высказывания. Так у вас же не было ребенка. А откуда этого его взяли? Да? Ну, то есть ставят в тупик родителей. И тут очень важно заранее обдумать самую непредвиденную ситуацию. Для чего? То есть, во-первых, разобраться, от чего именно вас обижает. Да? Ну, вот в той же или иной, например, в том или ином высказывании, что конкретно обижает, что вызывает слезы, что вызывает агрессию, что вызывает обиду. Да? То есть над этим поработать, как говорится, обратиться к специалисту, возможно. Таким образом, и формулируя высказывание уже заранее, разыграв это, может быть, даже, да, опять-таки, на тренингах, на клубах приемных родителей, это уже будет как возможность и вообще снизить тревожные, да, ощущения по поводу ожиданий того, что социум может так как-то относиться. И вообще для того, чтобы внутренне ощущать себя, какую-то собственную безопасность. Естественно, эти высказывания должны защищать себя и ребенка, они должны быть не агрессивными. Ну и так как это будет видеть ребенок, соответственно, это все должно быть корректно. Если что-то неожиданное происходит при ребенке, да, то есть, естественно, ребенок должен чувствовать, что семья – это сила, что она на его стороне, и что родители, близкие никогда не дадут его в обиду. А с другой стороны, чтобы он видел пример не агрессивного поведения, нравственного поведения, да, как сейчас говорят, экологичного, да, взаимодействия. И поэтому необходимо заранее продумать, как реагировать и каких фраз следует опасаться. Как пример, когда говорят, что не было же у вас ребенка, откуда взялся ребенок? Только ходили вдвоем, уже тут втроем, да и ребенок-то уже большой, там, например, 5-летний. Ну и здесь в помощь может быть юмор. Да? То есть юмор всегда помогает. Вопрос на вопрос. А вы как думаете, откуда берутся дети? Да? То есть, и как раз-таки чтобы отреагировать с юмором, чтобы опять-таки не ввязываться в долгие разговоры, эти ситуации нужно обыгрывать на консультациях, обыгрывать при школе приемных родителей, в клубах приемных родителей, да, когда встречи ожидаются, когда вы приходите на эти встречи. Отдельной стороной, можно сказать, отдельным вопросом стоит, когда ребенок сталкивается с социумом один на один, если, например, родителей нет рядом. Что же в этой ситуации делать? Если ребенку задают какие-то неудобные вопросы. И здесь важным, наверное, восклицательным вопросом стоит эта тема усыновления. То есть в первую очередь, естественно, встает здесь под ударом это ребенок. Если он от кого-то случайно узнает, если он с измольства в семье воспитывался и только будучи уже, например, во взрослости узнает вот это, как во взрослости обычно там
когда в школу ребенок идет, да, в 7-8 лет вдруг ребенка ранят этим. Самый идеальный вариант, конечно, если это родители будут предлагать, что он приемный ребенок, и эту историю всю ему, как говорится, расскажут. Тогда ребенок уже будет уверен, что да, это так. У него сформировано уже к этому будет какое-то, вероятно, и положительное отношение, что да, так случилось, и это часть моей биографии, что эта тема уже отработана, например, и ими родителям на той же консультации с психологом, со специалистом. И каждый раз, когда ребенок один на один встречается, да, с социумом, вопросы могут быть ведь совершенно непредсказуемыми даже для самих родителей. А что можно ожидать? Ведь социум может спросить ребенка и такого рода, например, вопрос о кровных родителях. А чего кровные это родители твои? Где? Что с ними остался? Оставил их? Да? Ну, то есть такие вопросы, к которым порой бываешь не готов вовсе. Или же, например, начнут сочувствовать или обесценивать то, что ребенок сейчас вот счастлив в своей приемной семье, а небось где там отец с матерью там вот одни, без тебя там тоскуют и так далее. То есть вопросы могут быть на самом деле разные, и ко всему не подготовишься, но все равно родители как бы вот должны соломку подстелить в этом случае. И уже с детьми дошкольного возраста, старше, ну в большей степени, да, это средний, старший дошкольный возраст, необходимо эти ситуации разыгрывать. То есть, когда неудобные вопросы задаются ребенку, ребенку предлагают взять роль вот того же взрослого, а вы, например, в роли ребенка, да, приемный родитель имеется в виду. Как можно ответить? Наоборот, меняетесь ролью, то есть, да, здесь же. То есть ребенок автоматически и запоминает, и внутренне у него складывается вот это чувство, что он сможет с этим справиться, да, то есть обыграв несколько раз какие-либо вот эти ситуации, схемы, уже не будет какого-то замешательства, ну и тревоги меньше, естественно, ну и по крайней мере, когда это все проиграно весело, с шутками, то и ребенок в этом случае, ну, и реагирует уже, будет реагировать уже несколько по-иному, да, не страхом, обидой, там, виной, а уже с учетом того, что это здесь, а уже это было когда-то, да, это мы уже обыграли, и у него уже есть какой-то опыт, да, в этом отношении, как взаимодействовать. И с другой стороны, он будет знать, что к родителю можно сразу бежать с вопросом, спрашивать, если что-то случится. То есть родитель мне всегда поможет, и мы всегда найдем какое-то решение, и ну, они обезопасят меня. То есть вот такой вопрос безопасности, он вообще должен быть первостепенным, да, в данном случае. Ну, на самом деле вопросы, ситуации, то, что социум предлагает в отношении, да, приемных родителей, детей, которые воспитываются в семье, на самом деле это показатель, естественно, развитости данной системы, данной формы устройства, помощи детям, да, сиротам. То, что родителям, приемным родителям, детям приемным там нелегко, да, трудности какие-то, то есть возникает ситуация невозможности общения там, да, и просения помощи у тех же, например, специалистов. То есть, естественно, это только следствие. Следствие именно, ну, вот, работы той системы, которая должна, в принципе, двигать приемных родителей, да, ну вот как то, что это семья, которая это огромный, требующий труд, требующий много работы, много знаний, много отдачи собственных сил, энергии. И это никогда не бывает просто. И поэтому нужна всегда профессиональная поддержка. Поддержка должна быть от самого первого шага принятия, да, принятия того, что вы станете приемными родителями, и до, как говорится, до последующего, пока ребенок, как говорится, не вышел из семьи.
до 18-летия, а то порой еще и дальше. Необходимо работать, естественно, на развитие служб поддержки приемных семей, на подготовку профессиональных кадров, которые работать будут с приемными семьями. Это и педагоги, и социальные, педагоги, и психологи, цель которых именно в большей степени не контролировать, не замечать эти недостатки, не говорить, что вот это вот так надо, не реагировать как-то отрицательно, что ну вот сейчас ваш ребенок опять дерзит, а может быть этот ребенок как раз-таки 20 раз там за день дерзит, а сегодня он уже дерзит только 8 раз, а окружающие, ну то есть естественно вот этот мониторинг, эту ситуацию они не отслеживают, и поэтому родителям иногда бывает даже обидно и сложно, что на самом-то деле ситуацию ведь они не знают, они не вникают, а легче всего показать пальцем, да, и указать, что вы ничего не можете, ничего не умеете, да еще и вот тут детей взяли. И поэтому еще раз хочется напомнить, что все-таки задача специалистов помогать, а не только контролировать и указывать. И, естественно, средства массовой информации здесь же, если акцент будет делаться, например, на успешности, да, в большей степени будет пропагандироваться успешный опыт приемных семей, какие-то эффективные там приемы, да, эффективные способы взаимодействия с теми же детьми, тогда, наверное, и общество будет также поддерживать их в большей степени. Приемная семья, она как ребенок, то есть она должна осознавать, что если ее границы не нарушены, то она себя будет чувствовать в безопасности. И, естественно, когда человек чувствует себя в безопасности и уверен, то, что да и человек, да, ребенок, семья та же приемная, то ему то и всегда появляется и желание, и энергия, и ресурсы развиваться, как-то эффективно более, то есть, да, проявлять свои вот эти и знания, и вкладывать в ребенка, затем хочется больше. Ну и расти и развиваться в дальнейшем. На этом сегодняшняя моя тема заканчивается. Если есть вопросы, пишите, отвечу. Ну, а так я с вами буду прощаться. Спасибо за внимание. Угу.